Наш замечательный второй участок весь в споре. Прошу сейчас запечатлеть все это на камеру. Значит, в принципе, ребят, что я вас собрала? Зачем я вас собрала? Поздравляю вас всех в эти наступающие праздники. Есть некие правила, как нужно себя вести. Начиная на территории и заканчивая тоже в общежитии и даже не в общежитии. Вот, есть определенный свой правил. В принципе, их надо всегда придерживаться. Вот, но сейчас новогодние праздники, вы знаете, какая неспокойная ситуация в стране, в городе Москве тоже, могут быть различного рода диверсии. Значит, первое, в общежитии мы все приходим сразу, не шатаемся на улице после нашего трудового рабочего дня. Если я кому-то оставляю в общежитии, я сообщаю комментарию, но это сразу ставить начальника участка в известность. Это понятно, да? Значит, в общежитие, Анастасия, значит, не будут пускать лиц в нетрезвом состоянии. То есть сейчас ужесточится проверка. В общежитие не будут пускать лиц, от которых даже будет пахнуть алкоголем. Просто пахнуть. Даже если человек идет нормально, прямо, никого не трогает. Вот, охрана будет сейчас все эти проверки осуществлять. Надеюсь, вы подведете, вроде бы сейчас пока нет снега, огромная просьба смотреть проверять наши баки и особенно урны могут подкладываться различного рода предметы, и в том числе опасные, взрывоопасные, опасные для жизни. Понятно, да? Вот, потому что снега сейчас нет, в принципе, да, работы не так много. Вот, очень прошу вас все это проверить. Незамедлительно сообщать мастеру, начальнику участка. Непонятно все. Значит, объявление. Сейчас бывшие дети, вот, объявление какие-то переживы, новогодние праздники. Вот у нас сейчас будут массово гулять, у нас все как всегда, поэтому, ребят, все объявления, сразу переносить голосование, переносим сразу сюда. Кто-то хочет домой карту, но это может быть только одна причина – плохое самочувствие. Сразу ставить начальника участка в известность. Это понятно, да? Значит, в общежитие, Анастасия, значит, не будут пускать лиц в нетрезвом состоянии. То есть сейчас ужесточится проверка.